нашей многонациональной республике проводится сбалансированная языковая политика. Подтверждением того я хочу отметить, что по поручению главы республики Арсения Сергеевича Николаева в этом году создан Центр изучения, сохранения и родных языков народов Республики Саха-Якутия. Цель этого центра – это, конечно, научно-методическое обеспечение, потому что мы должны изучать языковую ситуацию в Республике Саха-Якутия, а также, конечно, чтобы передать молодому поколению язык, культуру и традиции народов, населяющих Республики Саха-Якутия, будет проводиться очень большая работа. В первую очередь мы разработали концепцию преподавания якутского языка в Республике Саха-Якутия, начиная от рождения ребенка в системе дошкольного образования, общего среднего образования, профессионального среднего образования, а также высшего образования. Наш круглый стол, организованный Центром изучения родных языков Академии наук Республики Саха-Якутия, проводится в рамках августовского совещания работников образования и науки. В этой книге мы включили концепцию преподавания якутского языка, решение второго съезда учителей якутского языка и литературы, методические рекомендации по изучению родных языков, родных литератур и проекты, которые будут реализованы в рамках внедрения решения второго съезда учителей якутского языка и по реализации концепции преподавания якутского языка. Никитина Вильяна Николаевна, иетыл кескиле республиката хамсан салаячтабын, оны кытта гуманитарный институт билим чинчиячтабын. Иннегенен биге бу огол сахалы саңарар тахамын чинчиебит, уанна жабу уапсастаны хамсахынга үлелибит бир соруп популлагана төрөппүтү кытта үледен. Төрөппүтү төрөппүкке өйдөкү үлетин ыты. Степанова Зоя Афанасьевна, Себен-Кёльская, СОЖ имени Платона Афанасьевича Ламутского, методий севенского языка и литературы. Язык может смешиваться с другими языками. Поглощение языка, нашего языка якутским, русским языком. Есть дети говорят, разговаривают то на русском, то на якутском. А есть семьи, эвенские семьи, которых мы очень поддерживаем, они своих детей воспитывают в духе своего народа. Теми удугдуляхки ху эгденеш эду гургевчилда, мандулда, эведиторамур эректорля эмелде. Это социально большой общественно-значимый проект, в котором мы должны работать. Это задача, которая поставил перед нами глава республики Арсений Сергеевич Николаев. Здесь мы включили все разные документы именно по концепции. Есть концепции, план реализации концепции, именно результаты, именно реализации этой концепции. Также был утвержден план мероприятий по проведению в 2022-2032 годах в Республике Саха-Якутия международного десятилетия языков коренных народов. И надеемся, что в самое ближайшее время при поддержке правительства будет решен вопрос о выделении дополнительных штатных единиц научных сотрудников для нашего центра, который нам очень необходим. Сегодня у нас круглый стол, посвященный вопросам популяризации науки в школах. Он проводится у нас, круглый стол, в рамках августовского совещания педагогов нашей республики, в котором глава республики дал очень конкретные, четкие ориентиры по повышению качества образования. Качество образования абсолютно прямо зависит от того, насколько дети занимаются еще и также научной деятельностью. И это является одним из таких важных моментов, фундаментов для того, чтобы создать действительно качественное образование. И сегодня мы проводим круглый стол здесь, в Академии наук Республики Саха-Якутия, которая является основой для всей системы научного исследования и как раз является фундаментом для научного сообщества, в котором наши дети, будущие студенты, будущие научные исследователи будут работать.
с февраля 2023 года мы уже начали уже реализовать пилотный проект «Наука начинается с нас». И раз в месяц у нас проходит мероприятие. И первое мероприятие, первая такая ласточка, это началась интеллектуальный квест игры. Библиотека вашей организации посещает это дети. 53%, 43% у нас посещает молодежь. Ну и взрослые это, конечно же, наши учителя. Вчера на пленарном заседании Августовского совещания глава республики Айсен Сергеевич Николаев озвучил большую проблему того, что в последние годы уровень сдачи ЕГЭ нашими выпускниками ниже среднероссийских на 7-12 баллов. И вторую проблему он озвучил, это то, что наши выпускники школ, они, к сожалению, мало социализированы, они не приспособлены к взрослой жизни. В этой связи я считаю, что нам надо готовить выпускников к реальной жизни, и их надо озадачивать на успех. И в том числе, Айсен Сергеевич вчера поставил задачу, чтобы у нас развитие науки в республике соответствовало веяниям времени. И эти задачи, которые он вчера поставил, они должны быть рассмотрены, в том числе и на сегодняшнем круглом столе. Потому что в свете нынешней ситуации, когда во всем мире идет взрывное развитие научных технологий и важность научного мышления проверяется временем, наши выпускники, наши школьники должны быть заинтересованы в том, чтобы с детства участвовать в научной деятельности и иметь сильное научное мышление. Где выявление лиц осуществляется по результатам их участия в мероприятиях. В республике ежегодно проводится мониторинг с целью повышения эффективности механизмов управления качеством образования. Благодаря тому, что Михаил Ефимович Николаев, он просто такую задачу поставил, чтобы дети прикоснулись к великому вузу ВТУ имени Баумана, и академик Ларионов тоже это идеологию подхватил, он прямо говорил, чтобы институты начали взаимодействовать, работать, университет активно стал работать, то есть какую-то планку подняли. И она у нас в какой-то мере такая полуэлитная. Очень многие в социуме считают, что шаг будущее – это вообще местами профанация науки и развития, потому что, говорят, работы пишут учителя, выступают дети. Я в какой-то мере соглашусь, потому что, по сути, такое тоже бывает. Но эта вещь, она тихонько закончилась, потому что, по сути, когда экспертируют люди, которые представляют, что такое наука, что такое новизна и отличие, как ее подают, то те, которые натасканные, сделанные работой детей, которые просто как магнитофоны рассказывают, они все, окромя того, что им по плечам хлопают, на этом все заканчивают.